На очередном заседании муниципального совета рассматривался вопрос о введении нового налогового сбора с зарегистрированных транспортных средств на территории города. Наверняка у водителей возникнет вопрос, куда же деваются деньги, которые выплачиваются за налог. Если тот транспортный налог, который платят автовладельцы, уходил на содержание общегосударственных дорог или дорог между населенными пунктами, то многие примары задавали вопросы, за счет каких средств они должны ремонтировать дороги, расположенные на территории населенных пунктов. Примар муниципа Камрат Николай Дудоглу предложил в первую очередь обратить внимание на дороги, находящиеся в жилых кварталах города, отдаленных от центра. Довольно обсудить, что эти средства, которые соберем, где израсходовать. Я бы сегодня предложил взять все жилые микрорайоны, что невозможно ездить в этих жилых микрорайонах, разбиты везде все. Кто живет на ДСО, кто живет здесь наверху, других, наверняка это вы сами видите и знаете. С одной стороны, это как-то кого-то что-то чуть больно становится, а с другой стороны, мы это же делаем не для чего-то, чтобы выделять кому-то помощь, а именно для того, чтобы вложить в наш город, это будет для всех. От нововведенного налога примария предполагает собрать около 500 тысяч леев. Именно эта сумма пойдет на ремонт дорог в жилых кварталах нашего города. Мы определили, что размер этого сбора должен составлять 30% от уровня, который платят автовладельцы согласно общегосударственного закона о сборе с автовладельцев. То есть, например, если автовладелец платит общегосударственный налог со своего автотранспортного средства 150 леев в год, то плюс он будет платить и местный сбор, муниципальный бюджет в размере 30% от 150 леев, это 45 леев в год. То есть фактически налоговая нагрузка на автовладельцев увеличится на 30%, за счет того, что мы ввели этот местный сбор. Но за счет этих средств мы сможем содержать дороги, по которым ездят наши горожане. Решение ввести новый налоговый сбор с владельцев транспортных средств было принято голосами большинством советников, считая, что таким образом будет возможно отремонтировать дороги, находящиеся в плачевном состоянии.